Сухумский аэропорт завершил летний сезон регулярных рейсов. Зимой летать самолеты будут в соответствии с сезонным спросом. Подробности узнаем у начальника управления транспорта Минэкономики Астамура Абганба. Также поговорим о том, какое значение имело для республики открытие аэропорта. Астамур Тимурович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый сезон, летний сезон отработал, аэропорт, уже можно говорить, и какие-то выводы делать и говорить о том, какое вообще значение имело для республики открытие аэропорта. Давайте мы с этого начнем, а потом уже поговорим о том, какие перспективы дальше. Открытие аэропорта Сухум оказало значительное влияние на развитие Республики Абхазия. Реализация проекта реконструкции аэропорта является самым крупным инфраструктурным проектом, реализованным в новейшей истории Абхазии. Открытие аэропорта оказывает положительное влияние на экономическое развитие нашей страны, повышает туристическую привлекательность, улучшает транспортную доступность как и для наших граждан, так и для гостей нашей страны. С момента открытия через нашу воздушную гавань было перевезено свыше 119 тысяч пассажиров по направлениям Москва, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Санкт-Петербург. И это только за 6 месяцев своей деятельности. И это далеко не предел. Правительство Республики Абхазия и сам оператор аэропорта активно работают над расширением пассажиропотока, увеличением количества рейсов и количества новых направлений, привлечением авиакомпаний. Открытие аэропорта – это удобный способ быстро добраться до Абхазии и до Российской Федерации, а в перспективе и в другие страны. Аэропорт создал новые рабочие места. Сегодня в аэропорту работают более 500 человек, преимущественно это граждане Абхазии. При этом на строительной площадке в данный момент задействовано более 300 человек, в том числе с привлечением абхазских подрядных организаций. В общем, эффект положительный. Ну и мультипликативный эффект в целом создает аэропорт. Вокруг него инфраструктура, деловая активность начинает развиваться. Разумеется. Развитие восточных районов, естественно. И уже этот эффект тоже видим и осязаем. Minэкономики наверняка тоже какие-то цифры постепенно будет собирать, и мы с удовольствием будем об этом тоже говорить. В продолжении разговора о том, как вот дальше будет функционировать аэропорт, уже есть информация о том, что аэропорт на зимний период не закрывается, будут рейсы, но в соответствии с сезонным спросом. Он продолжит работать, но в другом режиме. Разумеется, да. На текущий момент, с учетом завершения туристического сезона, действительно наблюдается снижение спроса на пассажирские перевозки в наш аэропорт. Вместе с тем, на стадии согласования находится организация авиасообщения с Москвой, авиакомпанией «Руслайн». Планируется осуществление 2 рейсов в неделю с 1 ноября текущего года. Полеты будут выполняться по средам и субботам. Планируются к использованию комфортабельные канадские самолеты, бомбардир CFG-200. Время в пути составит примерно 3,5 часа. Этот рейс будет запускаться в межсезонье, что важно для поддержания стабильного авиасообщения с Москвой. Вместе с тем, аэропорт Сухум открыт для подачи заявок, что позволяет любой авиакомпании, заинтересованной в перевозках в Абхазию, осуществлять регулярные рейсы. Но продолжаются переговоры с разными регионами России. Вот вице-премьер Вараздат Минасян говорил о том, что переговоры с Красноярским краем ведутся. Этот вопрос тоже на встрече поднимался. И будем надеяться, что география полетов будет расширена, особенно в летний сезон. Что будет с сотрудниками, которые работают сейчас в аэропорту? Вот летний сезон одна загрузка, в зимний период работы будет меньше, но что будет с работниками? Действительно, с учетом снижения количества рейсов на осенне-зимний период, аэропорт
переходит на односменный график работы, что влечет помещение ряда сотрудников в резерв до наступления высокого сезона, летнего сезона. Ну, а в целом вообще открытие аэропорта, если об этом говорить, оно себя оправдало. Как вы считаете? Вот и по количеству рейсов, и по количеству пассажиров? Для первого сезона, знаете, это очень хорошие показатели. Более 110 тысяч пассажиров всего за 6 месяцев работы. И только по 4-5 направлениям, естественно, в перспективе география полетов будет расширяться. И предварительный план на 26 год, он уже показывает значительный интерес со стороны различных ряда иных регионов Российской Федерации. Поэтому, да. От чего, на ваш взгляд, сейчас может зависеть расширение возможностей аэропорта, расширение времени работы аэропорта? От возможности, может быть, наших туристических объектов принимать туристов круглый год? Ведь от этого тоже сейчас зависит, то захотят ли зимой приезжать к нам туристы. Ну, действительно, для эффективной работы аэропорта на круглый год необходимо развивать всесезонный туризм, привлекать гостей не только летом, развивать зимний туризм, разрабатывать экскурсионные программы. Насколько мне известно, Министерство туризма этим активно занимается. Также необходимо улучшать инфраструктуру и повышать транспортную доступность нашей страны. Если подытожить разговор в первом сезоне работы аэропорта, вот давайте подведем итоги. Все-таки смогли открыть, аэропорт работал, и, как вы говорите, этот сезон можно назвать успешным, учитывая, что это такой первый старт. Разумеется, учитывая, что это первый сезон работы аэропорта, учитывая текущие показатели по пассажиропотоку, количеству рейсов из аэропорта Сухум, можно действительно констатировать достаточно успешный сезон. Да, и о перспективе, вот последний мой вопрос. Какие регионы для Абхазии были бы наиболее интересны, с какими вот вы планируете, может быть, в Министерстве экономики в первую очередь вести переговоры по открытию прямого авиасообщения? В данный момент прорабатываются, в частности, открытие авиасообщения с городом Казань, Уфа, Пермь, Псков. Вот такие города и регионы Российской Федерации. География полетов значительно расширяется. Планируется это расширение. В 2026 году очень большой спрос от различных городов Российской Федерации. Екатеринбург, Нальчик также заинтересованы в расширении полетов в Абхазии. Будем надеяться, что в новом сезоне новые точки, новые города появятся, и география полетов будет расширяться. Астамур Тимурович, большое вам спасибо за информацию. Ждем сезона нового. Напомню нашим слушателям, это был начальник управления транспорта Министерства экономики Астамур Бганба. Мы говорили о работе Сухумского аэропорта, о первом летнем сезоне, о том, в каком режиме аэропорт будет работать в зимний период.